Ассаламу алейкум. Приветствую вас на канале инноваций горизонтальных связей. Я Хусейн Чахки. Последние пару лет ожесточились, так сказать, споры между ингушами и чеченцами по поводу истории. При этом с обеих сторон в основном в этой теме, как я считаю, жонглируют провокаторы. Большинство людей, как и чеченцев, и ингушей, ведутся на эти вещи. С обеих сторон озвучиваются какие-то выдержки из тех или иных материалов. Я, как старый пользователь и как человек, давно с детства интересующийся, занимающийся историей, даю вам вот такой совет. Не уделяйте много внимания этим провокаторам, потому что они вас путают с обеих сторон. И среди ингушей есть люди, которые, так сказать, овеяны своими этими страстями, так и с чеченской стороны, всякие там войсы, мойсы. Для того, чтобы знать свою историю, интересоваться, я вам советую воспользоваться сайтом «Восточная литература». Прекрасный сайт. Заходите на сайт для того, чтобы правильно ориентироваться. Здесь есть вот такая возможность сверху. Здесь вы найдете ссылку «Документы». Входите на эту ссылку. Здесь даются документы. Обращаю внимание, на этом сайте именно исторические документы. Здесь не фуфломицин какой-то, не выдержки какие-то, а приводятся оригинальные документы многих стран, разные литературы, исторические именно. Здесь вы найдете по Кавказу вот в такой форме. Здесь по годам труды очень много, огромное количество материалов. Еще раз напоминаю, это не фуфломицин какой-то, не выдержки какие-то. Это исторические материалы. Здесь в этом поле вы можете набрать какой-то запрос. И здесь вы находите по этой тематике, все, где упоминается по вашему запросу в документах этого сайта, по списку, вот видите, по запросу ингуши здесь на этом сайте. Это все материалы даются с этого сайта. Видите, здесь восточная литература, этот сайт. И здесь вы заходите и читаете. Мечки здесь полностью исторические материалы. Внизу приводятся, это часть материала. Внизу приводятся, как правило, вот Броневский, вот кисты, кто такие кисты, кстати, где они живут, в каком месте. Фортанга, Кистинская область. И внизу, как правило, есть вот текст воспроизведен на географии истории, исторические известия о Кавказе, часть 2, 1823 год, сетевая версия 2017 год. То есть здесь вы внизу, если хотите где-то сослаться на эту литературу, здесь, как правило, даны внизу данные, где первоисточник. Здесь в многих местах даются комментарии, аннотации разнообразные. То есть огромный объем документов, то есть это книги, которые хорошие люди стараются, серьезно работают. Такая электронная библиотека по материалам многих стран. Поэтому заходите, читайте, не спорьте. Читайте, если будете больше читать, больше будете знать, а не вестись на
пропаганду всяких ненормальных людей, которые там просыпаются и что-то им грезится, и они несут всякую отсебятину. Поэтому всем еще раз салам алейкум. Рекомендую сайт «Восточная литература». Ссылку я дам внизу. Пользуйтесь. Заходите на сайт, в верхней странице, вот после алфавитного указателя, нажимаете на документы, попадаете на эту страницу, вот документы Кавказа, все документы по России, начиная там с X века, почитайте иранские источники интересные, арабские источники интересные, очень много хорошей, интересной, полезной информации из документов. Здесь очень правильно, корректно работает поисковик и так далее. Кстати, слово «Алания» это, как я понял из многих материалов прочитано, это не одно слово «Алания», а слово «Лания» с арабским артиклем «Ал-Лани». Ну, это так для любителей. В общем, на этом все. Приветствую всех еще раз. Заходите, подписывайтесь на канал «Инновации горизонтальных связей». Я Хусейн Чахки. Всем салам.